13 декабря в Москве в Государственном Центральном музее современной истории России открылась выставка абхазских художников. Мероприятие осуществляется совместно с Министерством культуры Российской Федерации и стало ярким завершением культурного сезона «Абхазия-Россия-2015». Посетителям представлены картины из фонда Абхазской национальной картинной галереи известных абхазских художников Аджинджал, Брендель, Семенцова, Ампар, Бубнова и других. Музей современной истории России – престижная площадка, поскольку является музеем федерального значения. Он расположен в центре Москвы в здании-памятнике архитектуры позднего классицизма конца XVIII века. Очень волнительно и трепетно, потому что Абхазская картинная галерея, у которой есть большая коллекция, большие фонды, на самом деле география ее выставок до войны была очень обширная. Но из-за объективных причин после войны передвижение культурных ценностей оно не было столь легким. И нам кажется, что вот такой интересный период, который будет здесь представлен Абхазской национальной картинной галереей, это 70-е, 80-е, 60-е годы развития, современного искусства, когда складывалась профессиональная среда. И нам кажется, что она не оставит посетителей равнодушным, и обязательно зритель отсюда возьмет хоть одну, но свою эмоцию, которая будет для него главной на этой выставке. Экспозиция состоит из 48 работ – пейзажи, натюрморты, портреты. Одна из целей выставки – показать, как работают в одной среде объединенные духовной близостью художники разных поколений в разных жанрах. Поэтому здесь работы мастеров разных национальностей, и современных, и тех, кого нет в живых. Данная выставка – демонстрация того изобразительного искусства, которое развивалось в Абхазии с 70-х годов. Что может дать эта выставка для наших художников? Во-первых, их статус повышается, рейтинговая ситуация резко повышается, и, возможно, даже на будущее в их истории, в их биографии это будет знаменательным. Почему? Потому что живущие дневные художники, они представлены здесь достаточно много, их работы будут больше оцениваться. Они могут выставляться, конечно, в России и так далее, но их статус уже совершенно другой. А что касается умерших, погибших, у нас есть, которые сложили свои головы во время войны. Вот, допустим, Маджба Заур, его работы у нас выставлены. Конечно, их статус тоже внутри уже Абхазии тоже повышается. Но и те работы, которые находятся на руках, те работы, которые находятся в России, в других, странах или государствах, их стоимость, резко тоже повышается. Во-первых. Во-вторых, конечно, мы хотели ознакомить то, что у нас хранится. У нас есть и более старые, более, может быть, весомые художники, как, скажем, Чачбашир Вашиди. Но эти работы подпадают уже под другую статью, и поэтому, мы не стали в этом году эти работы выносить. Но и тем не менее, выставку вы увидите достаточно пестрая, достаточно интересная, разномасштабная, разноплановая. И тут есть и фигуративные композиции, тут есть абстрактные работы, тут есть пейзажи, портреты и так далее, и так далее. Выставка свидетельствует о том, что изобразительное искусство в Абхазии развивается, сохраняются традиции, передаются последующему поколению, появляются новые имена. Кроме того, экспозиция несет в себе информацию о том, что есть страна, у которой достаточно высокий уровень культуры и которая стремится участвовать в подобного рода творческих мероприятиях. Организаторы выставки уверены, что подобные мероприятия положительно влияют как на имидж культуры, так и на имидж страны в целом. Интересно то, что здесь представлено и влияние, и взаимовлияние, да и духовная близость и абхазских, и русских художников, которая тоже была одной из тем этой выставки, потому что влияли на профессиональную среду вместе с абхазскими коллегами и формировали ее также и русские художники вместе с абхазскими художниками. И поэтому, мне кажется, здесь очень хорошо на этой выставке раскрыта тема учеников и учителей, коллег разных периодов, разных жанров. Это мозаика, из которой складывается то самое современное изобразительное искусство. На торжественной церемонии открытия выставки выступила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.
В представленных работах наслоено много пластов, которые говорят о истории, культуре и современной жизни Абхазии. И нам кажется, что выставка не оставит посетителей равнодушными, отметила она. С приветственным словом ко всем присутствующим обратился полномочный представитель Абхазии в Российской Федерации Игорь Ахба. Заместитель генерального директора Музея современной истории России Тамара Казакова пригласила абхазских художников принять участие в государственном проекте, посвященному современному искусству, который пройдет осенью. Действительно, вот та выставка, которая представлена здесь, она показывает тот оптимизм, то уверенное будущее, которое мы представляем как искусство. И несмотря на то, что мы исторический музей, мы очень много посвящаем выставок теме культуры, теме искусства. И в фондах нашего музея хранятся полотна Репина, Айвазовского, Кустодиева, Петрова-Водкина и многих-многих других. Но мы музей современной истории, поэтому мы надеемся, что в фондах нашего музея появятся и такие прекрасные полотна, которые мы видим на этой выставке. И я хочу сказать, что сейчас мы вступаем в полосу реконструкции. И вот где мы сейчас с вами находимся, на 3-м этаже, после ремонтно-реставрационных работ будет открыта площадь более 500 квадратных метров. И уже осенью следующего года здесь будет стартовать большой государственный проект. Это проект современного искусства. И приглашаем вас принимать участие в этих выставках, в этих фестивалях. На открытии выставки присутствовал народный артист СССР и Российской Федерации Владимир Васильев. На 2-м этаже в этом музее он готовит открытие своей собственной выставки под названием «В гостях у мастера» и пришел поделиться опытом и набраться впечатлений. Я поздравляю участников, я поздравляю и тех устроителей, которые, конечно же, сделали это замечательно. Она сейчас, вот я пробежал так, я должен сказать откровенно, она прекрасна тем, что везде есть чувство. В каждой картине есть то, что называется биение сердца, в соединении вот с чувством этим, чувством любви к своей профессии прежде всего и, конечно, к окружающему миру. И они разные. Это всегда очень хорошо на выставках, которые соединяют огромное количество самых разных художников. И здесь может что-то больше нравится, может что-то меньше. Но вместе с тем я просто чувствую, насколько все это, вот это все, то, что мы с вами видим, оно наполнено искренним чувством радости к жизни. И это очень важно, потому что, откровенно вам скажу, очень устал от инсталляций, очень устал от разных проявлений такого форматворческого, только чисто такого, которому, конечно, казалось бы, и нет границ, а на самом деле все выливается в одно и то же. Либо это просто-напросто удар по цвету, либо это просто минимализм, доведенный иногда до абсурда, понимаете? На белом холсте одна точка и гениальная. Все кричат, что ах, как это здорово, ах, как это здорово. Вот. А здесь, во всяком случае, все это, в этом, за этими картинами чувствуются люди, чувствуются художники. В день открытия выставку посетили российские искусствоведы, художники, любители живописи, представители абхазской диаспоры в Москве. Посетители делились впечатлениями с нашей съемочной группой. Вы знаете, мне вообще очень понравилась красочность этой выставки. Вот как будто уголки Абхазии сегодня засверкали таким приятным, ярким, многообразным светом. Здесь, в Москве, у нас идет снег, а вот эта солнечность замечательного Абхазского края настолько приятна душе и сердцу. Наверное, действительно, каждый выбрал себе какую-то работу любимую на этой выставке. Но моя вот любимая работа – это «Скрипач». Она очень романтичная и, наверное, мне близко это по духу, по тону такому. И я, вы знаете, я очень рада, что эти выставки еще повод для встреч. И очень приятно, что это не первый проект, который был в течение года в Москве, но здесь Музей современной истории России, которая очень активно
сейчас жизнь бурная в этом музее протекает. И, конечно, очень приятно, что и Абхазия тоже влилась в этот бурный, но, тем не менее, стройный ритм выставочной деятельности в этом музее. Я, конечно, не искусствовед, но немножко разбираюсь в живописи. Я должен сказать, что эта живопись великолепна. Вот тут говорят, там напоминает французский импрессионизм, а я скажу крепче: французы отдыхают. Вот во французском экспрессионизме, при всей его чудесности, удивительности и уже в том, что он вошел в историю, нет вот той замечательной живой энергии, которая есть у художников Абхазии. Здесь видны люди, которые живут полной жизнью, которые любят эту жизнь, которые хотят служить ей. И это, конечно, замечательно. Я очень рад, что такая прекрасная выставка приехала к нам в Москву. Ольга Александровна Бабанова, она известный искусствовед. Она создала своими коллегами вот такую книжку «Рейтинг художников». Что это такое? Это книжка, в которой включаются художники, уже проявившие себя как-то, и им дается, так сказать, уровень. Но самое важное для Абхазии, то, что сделала моя жена Ольга Александровна Бабанова, это то, что ей удалось ввести в этот рейтинг российских художников и всех абхазских художников, в частности, и тех, которые здесь представлены на этой совершенно замечательной выставке. Это все равно важно, что действия происходят, что культурные события, связанные с Абхазией, происходят в Москве. Вообще надо заниматься как можно больше культурой. Мне кажется, что это наш единственный путь, правильный, единственный путь и к спасению, и к привлечению нужного внимания не только к Абхазии, но и, собственно, к тем персонам, которые нуждаются. Любому художнику нужна среда, прогрессивное общение, он только тогда может развиваться. Это очень хорошо, что вот именно здесь это выставляется, потому что это новая площадка. Обычно все выставлялись работы прошлые годы, это все выставлялось в ЦДХ, в Центральном доме художника. Теперь это выставляется на этом новом месте, на неосвоенной досель площадке, которая очень знаковая. Это очень старое здание, да, это дворец, который несет свои какие-то истории сам по себе. Это, в конце концов, в самом центре Москвы. Это вот мы находимся на Тверской, и ближе придумать сложно, да, во-первых. Потом, сама выставка по себе очень хорошая, собраны очень качественно, очень правильно собраны работы, которые рассказывают о какой-то куске эпохи целой живописи в Абхазии. Мне немножко жалко, что здесь не представлена еще и скульптура, не представлена, может быть, видео, но я думаю, следующая выставка, которая будет возможность показывать и это тоже. Выставка будет работать до 19 декабря. Эсма Джикерба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.